Строительство кампуса в Уфе, а также развитие науки и поддержка молодых ученых стали одними из главных тем, которые обсуждали во время прямой линии с главой Республики Башкортостан. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Наталья Латыпова, директор управляющей компании научно-образовательного центра Республики Башкортостан. Наталья Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы сегодня обсуждаем итоги прямой линии с главой республики. Мы говорим о том, какие темы поднимались и находим их развитие, действительно, какое сейчас будет продолжение у этих направлений. Наталья Сергеевна, вот первый вопрос – это строительство кампуса. Амбициозный очень проект. Задала молодая девушка вопрос о том, когда продолжится строительство второй очереди. Но давайте в целом поговорим о том, что сегодня межвузовский кампус – это уникальный проект не только, наверное, для Республики Башкортостан, но и для России в целом. Действительно, строительство кампусов – это проект, который реализуется Министерством науки и высшего образования России. Проект уникальный, поскольку кампусы – это целая экосистема, созданная для науки, образования, для наших студентов и ученых. И республиканский кампус стал первым в России открытым межвузовским студенческим кампусом. То есть помимо того, что это комплекс будущих общежитий, места общего пребывания, лабораторий, это еще и место приземления, так скажем, нашего консорциума Евразийского НОЦ, потому что на территории кампуса сейчас находятся наших 3 университета и планируется в самое ближайшее время еще 2 университета разместиться. Поэтому это место, где наша наука сосредотачивается, объединяется и создаются междисциплинарные проекты. Вот вы сейчас сказали, что там располагаются 3 вуза, можно узнать, какие это и какие еще пополнят территорию кампуса. В настоящее время в кампусе располагается Уфимский университет науки и технологий, Медицинский университет, Нефтяной технический университет, и совсем скоро планируется открытие 2 лабораторий, это лаборатория Аграрного университета и лаборатория Педагогического университета. Расскажите, вот чем сейчас занимаются в кампусе? Сейчас, в первую очередь, кампуса, в этом, наверное, его и уникальность именно кампуса в нашем регионе, потому что первая очередь была запущена не общежитие, не гостиничные комплексы, как в некоторых других кампусах, а запущена была именно научная часть. То есть сейчас IQ-парк, который вы все видите, прекрасный, который находится на Заки-Валиди, проезжая мимо, это комплекс лабораторий, комплекс мест проведения общих мероприятий, научных мероприятий. То есть сейчас активно, в первую очередь, в кампусе кипит научная жизнь, и проходит большое количество экскурсий среди школьников, и любой житель республики может в любое время ознакомиться с той работой, которая ведется. Кампус открыт 24/7, это не просто аллегория, действительно так. И сейчас комплекс лабораторий, который там находится, разрабатывает прорывные технологии, в том числе открывается вот буквально в декабре у нас несколько индустриальных лабораторий, то есть лаборатории, которые нацелены на решение прямых задач наших предприятий, наших главных предприятий в сфере химии, машиностроения. Поэтому сейчас кампус – это генерация новых проектов, научных исследований, и наша, наверное, главная витрина наших научных достижений республики. Вот вы сейчас подчеркиваете о том, что кампус – это не просто кампус, вот он красивый, стоит, что там идут исследования, но вы сейчас очень четко подчеркнули идею о том, что это еще идет совместно с предприятиями. То есть не просто вот есть фундаментальная наука, а есть практика. Нет, они сейчас именно вот кампус – это своего рода мост между ними. Да, это совершенно верно, и если вы будете посещать кампус, то заметите, что очень много мероприятий проводится, экскурсий, мероприятий именно для нашей промышленности. То есть совсем недавно, относительно недавно, в мае прошел выездной научно-технический совет «Газпрома», например, на базе нашего кампуса в Башкирии. Посещают медицинские предприятия, наши и «Фармстандарт» проводит у нас мероприятия. Проходят мероприятия «Газпром-Трансгаз Уфа», проходят мероприятия наших предприятий продовольственного комплекса. То есть действительно сейчас это место, точка сбора, точка общения наших предприятий и нашей науки. Мы вас представили как директора управляющей компании научно-образовательного центра Республики Башкортостан. Давайте для наших телезрителей поясним, вот какая связь между НОЦом и кампусом. Действительно, вопрос насущный, потому что, как правило, говорят, я еду в НОЦ, подразумеваю, что я еду в кампус. НОЦ исполняется 5 лет в этом году. Это объединение, консорциум наших университетов, научных организаций, 7 и плюс Сколтех, и также наших 29 предприятий реального сектора экономики. И этому консорциуму, ему 5 лет, но вот такая площадка
приземления физического этого объединения, она появилась благодаря кампусу, в том числе на Кирова, 15, в здании Академии наук на первом этаже, большой красивый дом Евразийского НОЦ. То есть у нас сейчас, у нашего консорциума, 2 инфраструктурные площадки физическое воплощение нашего консорциума. То есть кампус – это инфраструктурный объект, в котором располагаются как раз организации, входящие в консорциум НОЦ. Ну а за 5 лет сделано много, то есть это здание, так скажем, какой-то апофеоз некий тех усилий, которые были сделаны, и показатель, витрина того, что у нас консорциум этот есть, какие научные разработки он производит, с какими предприятиями работает. То есть кампус – это сейчас вот такая большая, значимая часть консорциума Евразийский НОЦ. Наталья Сергеевна, Радик Фаритович очень большую роль уделяет именно научному развитию республики, поддерживая и науку, и поддерживая ученых, и молодых в том числе. Вот как это чувствуется, как ощущается на практике? Но действительно, молодежная наука у нас сейчас активно поддерживается именно в нашем регионе. И вот совсем недавно на Конгрессе молодых ученых был объявлен рейтинг регионов, и Республика Башкортостан заняла 1-е место в рейтинге регионов России по мерам поддержки молодых ученых. Самые лучшие жилищные условия были признаны в России именно в Башкортостане, то есть меры направлены на улучшение жилищных условий, стажировки, это 200 миллионов рублей ежегодно выделяется на наших молодых ученых, более 130 молодых ученых уже получили жилье по этой программе, более 500 молодых ученых прошли стажировки в российских и зарубежных вузах. Есть у нас премия молодым ученым, есть гранты молодым ученым, это аспирантам и молодым кандидатам наук. То есть действительно меры поддержки, они всесторонние, разносторонние, поэтому вот наше 1-е место нашей республики – это абсолютно закономерный, заслуженный результат. В прошлом году мы были 3-ми, в этом году мы стали лучшими в России именно по мерам поддержки. Ощущается ли именно поддержка главы республики в том плане, в качестве поддержки для того, чтобы идти вперед? Потому что когда есть не только финансовые вопросы, какие-то производственные, то о науке думать, наверное, немного сложнее. Вот в этом плане, когда есть крепкая поддержка, это, наверное, помогает в работе. Это, безусловно, так. На всех площадках, в том числе федерального уровня, всегда подчеркивается, что наш регион обладает особенностью прямой поддержки главы региона, прямой заинтересованности в поддержке науки. И на самом деле это и есть залог успеха и любых побед, любых 1-х мест, поскольку Радик Фаритович активно включен во все проекты наши научные, знает о всех достижениях, активно принимает участие в мероприятиях в часе науки и форум НОЦ. Поэтому здесь вот такая прямая вовлеченность, заинтересованность и большое желание нашу науку поднимать со стороны главы региона. Это бесспорно просто невероятная поддержка, которой, мне кажется, очень мало регионов могут похвастаться. Ну и наверняка уже есть какие-то направления для дальнейшего развития, потому что строительство первой очереди – это только один из первых шагов, и сейчас уже есть другие направления, задачи. Вот можно их озвучить? Но сейчас, так скажем, построить здание можно. Основная и самая главная задача, чтобы это здание наполнить жизнью, наполнить проектами, которые будут способствовать достижению технологического лидерства и суверенитета. Это проекты, начиная от того, что нас окружает, это питание наше, коммунальные услуги, заканчивая нефтяной промышленностью, станкостроением. То есть сейчас кампус должен превратиться в такой генератор научных идей, в витрину нашу, в точку притяжения для наших предприятий. И возможность кампуса, на самом деле, они только начинают раскрываться, и те университеты, которые сейчас в нем находятся, и предприятия, поскольку в кампусе находятся не только университеты, вот если структурно смотреть, так называемая башня, это как раз место расположения технологических компаний, которые также осуществляют научные разработки, связанные с вузами. И задача наша как раз показать вот эту связку и совместно с предприятиями проекты именно в кампусе реализовывать, так скажем, находящиеся на острие науки сейчас. Ну и вот последний вопрос, наверное, сейчас, в один момент была такая проблема, был такой вопрос именно в башкирской науке у нас в республике о том, что нет молодых людей. Вот сейчас студенты потянулись, именно вот я говорю, может быть, не только студенты, но и молодые ученые, стало ли их больше, увеличилось ли их число? Нет, безусловно, число увеличивается каждый год. У нас сейчас более 2000 молодых ученых в Республике Башкортостан. И опять-таки, возвращаясь к кампусу, когда наши гости приходят в кампус, одно из первых, что они отмечают, что в кампусе
мне кажется, 90% это молодые ученые. То есть, когда вы ходите по этажам, неважно, на какой этаж какого университета вы заглянете, вы везде увидите в лабораториях молодежь. Причем молодежь с горящими глазами, которая пытается новые идеи, новые направления развивать. И такой молодежи становится больше. То есть, каждый год мы наблюдаем прирост молодых ученых. Это, естественно, результат такой поддержки со стороны, в том числе, главы региона, молодых ученых. И внимание к науке, это люди чувствуют, то есть профессия становится престижной, социально значимой. Вот мы проводили недавно большое исследование именно, как оценивает молодежь науку, молодых ученых опрашивали. И вот вы знаете, социальная функция той работы, на которой ты трудишься, она выходит иногда выше, чем заработная плата. А сейчас наука выполняет, наверное, одну из самых главных социальных функций. Это импортозамещение, это технологический прорыв, который, ну, казалось бы, да, ты сделал какую-то разработку, она поможет одному отдельному предприятию, но на самом деле ученый внес большой вклад в целом в нашу независимость, экономическую независимость, политическую независимость нашей страны. Поэтому сейчас ученый – это человек с статусом, но я сама являюсь молодым ученым и гордо ношу это звание. И вот призываю всех молодых ученых республики, так скажем, показывать свои разработки. И действительно, молодой ученый сейчас – это герой нашего времени. Просто нечего добавить. Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию, поделились своими впечатлениями. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.